Пора сажать деревья. Так решили сотрудники комитета лесного хозяйства и приступили к озеленению Сунжинского хребта. Работы здесь начали неделю назад. Кроме того, что деревья очищают воздух, они укрепляют почву. О весенних работах и их пользе расскажет Дана Плиева. Через несколько лет из этого тонкого сеянца вырастет величественное дерево породы ясень, под которым можно будет укрыться от палящего зноя или проливного дождя. К слову, побеги даст не только это маленькое деревце. Уже неделю на склонах Сунжинского хребта идет посадка сеянцев. Комитетом Республики Ингушетия по лесному хозяйству проводится работа по посадке лесных культур в рамках мероприятий по охране, защите и воспроизводству леса. В данный момент мы находимся на Сунжинском хребте. Это Галышкинское участковое лесничество, квартал номер 3, выдел 2. Здесь проходит посадка лесной культуры. Это порода ясень на площади 54 гектара. В общем, мы планируем посадить около свыше 100 тысяч штук сеянцев. Кроме того, что эти сеянцы в скором времени украсят зеленое листво голые холмы, они еще принесут огромную пользу. Из-за постоянных ветров здесь происходит выветривание почвы. Будущие деревья защитят ее от эрозии. А при опасности обрушения селевых потоков их корни удержат почву. По этой причине уже 4-й год подряд Комитет лесного хозяйства занимается облесением холма. За все время здесь успели засадить уже 300 гектаров. Сеянцы завозят из Кабардино-Балкарии. Сажают их сотрудники Сунжинского лесного пожарного центра. Руководит этой работой Аббас Зейтов. Чтобы оно лучше прижилось, его как мы закапываем, вот утрамбуем, чтобы воздух туда не поступал. Когда воздух туда поступает, он быстро высыхает, и почва сушится быстро. Если почва быстро высохнет, значит, дерево не приживется. Для этого мы его притаптываем, уплотняем грунт. Помогают в работе не только взрослые, но и дети. Вместе с одним из работников Аббасом Исраиловым сажает деревья и его сын Ибрагим. Мальчик здесь впервые, но как настоящий работник наравне со всеми выполняет полезную и, как оказалось, любимую работу. Отец ребенка признается, сын очень привязан к деревьям и часто ухаживает за ними дома. К тому же он считает, что приучать детей к труду надо с детства. Научиться жить, как люди живут. Работает. И работать надо. Если не работает, то ничего не бывает. Кроме сеянцев, на склонах холма собираются посадить и саженцы. В отличие от сеянцев, которым нет больше года, этим деревьям уже 3 или 4. Кроме породы ясень, среди них также есть клен и граб. После того, как выберут место их посадки, саженцы кладут в специально откопанную яму. Акцичи отчетку. Ачиевки, лыхкелях отоздут. Корневая система ёклгёч. Лят ачи зи хи отдот. Так сразу ерегиш дамучец. Так потихоньку намел ичхан изячул. Ерек хаица янчул, ясен анислу. В планах Комитета лесного хозяйства засадить не только Сунжинский хребет, но и соседний – Терский. К тому же, кроме посадки деревьев, комитет организовывает и другие мероприятия по озеленению республики. В этом году только здесь мы планируем проводить эту посадку, но также у нас будет проходить акция, всероссийская акция «Посади дерево». Мы планируем небольшие участки в лесничествах провести посадки, это до 2-3 гектаров. И также центральное мероприятие мы планируем провести в городе Малгобеке. Мы планируем согласовать с мэром Малгобека о проведении там центрального мероприятия. То есть с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, приурочено к Дню Победы на 9 мая. Мы проведем в апреле, но приурочим это к Дню Победы мероприятие. Комитет лесного хозяйства собирается закончить посадку деревьев до конца апреля. И через несколько лет на этих холмах вырастут множество деревьев, тем самым делая воздух чище, а место краше. Дана Плиева, Хаваш Гойгов, Новости 24.